Бисмилля, мы с вами сегодня заканчиваем то, что начали в прошлом году, то есть период восстановления школ. Мы с вами сказали, что сахабы, ради Аллаху анхум, школа Ибн Масуда в Куфе была Ахлю Рай, Мадрасату Рай, школа мнения, школа хадиса или школа Биль-Ма'сурат, которые были основаны на Коране и Сунне, и они опирались, то есть не любили новизну, как база данных архив, это школа Медины. Потом мы на прошлом уроке с вами закончили школу Мекки Ибн Аббаса. Еще небольшие школы, но эти школы, так скажем, они не такие основные, не такие базовые. Но их нам надо знать, потому что они иногда нам будут встречаться. И эти школы потом имеют свою роль попозже. Это школа по значимости школа Дамаск или школа Шам, Мадрасату Шам. Это больше территориальная, не идеологическая школа, а территориальная. Мадрасату Шам начинается от сахабы, от Абу Дарда. Абу Дарда. Сахаба Абу Дарда. Основатель это Абу Дарда. Мадрасату Шам, шамийская школа. Это уже, если вражда была между двумя школами, кем? Меканская? Нет. Меканской так не было. Если мединская и куфийская, у них было, так скажем, чуть ли не идеологический подход. Один вообще любил, одна школа, что делать? Заниматься разными вопросами, задавать вопросы, изучать вопросы, те, которые даже не происходило. А мединская школа, она старалась отстраняться от лишних вопросов, от лишних каких-то нововведений или каких-то прогрессов. Они любили жить спокойно. Вот эти в основном потом, в последующем, только будет в исламе какие два направления? Это Мадрасату Рай, школа мышления, и школа хадиса. Они постоянно между собой будут что? Конфликтовать, так скажем. Да? Диспут. Конфликтовать это не то, что война или что-то, а конфликтовать именно какие-то диспуты проводить, теологические дискуссии, разговоры, беседы, и, то есть на какие-то понятия. А что касается Шам, это просто территория Шама. В основе это Дамаск. То есть Дамаск тоже не мог оставаться в стороне, правильно? Здесь Куфа, ученые, Медина, ученые, Мекка, ученые, а Дамаск столица. Столица, то есть как получается, где-то в районе идут какие-то разговоры, столица же не может оставаться в стороне, правильно? Столица, что происходило на это время? Когда образовались школы в Куфе, в Медине, в Мекке, столица что делала? Вот это нам надо знать. А? Больше политика, управление, раздел имущества, деньги, власть. Да? Но, несмотря на это, туда переехали сахабы Абу Суфьян, Муавия, то есть амияды переехали, сахабы переехали туда. Но в основном самый главный из ученых, который туда переехал, это был Абу Дарда. Надо его знать. Первое его достоинство, или, так скажем, отличительная черта, что Абу Дарда, хотя он принял ислам когда? Принял ислам сравнительно поздно. Принял, но это еще ничего не говорит. Потому что Абу Хурайра еще позже, но хадисов он передал нам больше всех. Принял ислам во время Бадра. Во время битвы Бадр. Бадр какой год? Второй год.
Второй год по хиджре. Третий уже уходит. Второй год по хиджре. То есть через год уже получается начинается второй год по хиджре. То есть в Медине принял ислам Абу Дарда. Достаточно. Второй, он был взрослым. Был взрослым. Абу Дарда. Умирает он уже или в 31 или 32 году по хиджре. Как? Если 32 год взять, так же как кто? Кто умер в 30 году? Наш Ибн Мас'уд. Я задаю вопросы, что вы... Ибн Мас'уд для нас основная школа куфийская. Ибн Мас'уд умирает где он? В Куфе умирает или в Медине? Умирает в Медине. А как он Куфу основал, Куфу обучил, Куфе сделал огромную школу. А как случилось, что он умер в Медине? Переехал последние дни жизни своей, переехал. Он по вызову Усмана ибн Аффана, ради Аллаху анху, переехал в Медину. Переехал в Медину, и так случилось, что и в Медине умер. То есть он обратно вернулся, что? На свою родину, так скажем. Потому что Абдулла ибн Мас'уд, практически вся его жизнь с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, прошла где? В Медине. Он прошла вся, то есть в 16 лет он принимает ислам. Как он принимает ислам? Кто мне напомнит? Или кто помнит? Без на. Попросили подоить. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с кем? С Абу Бакром шли и попросили у него одну козу подоить, да? И он сказал: я не хозяин, и то есть я не имею права вам что делать? Не имею права вам разрешить там попить из этой козы, то есть молоко. Вот Ибн Мас'уд. То есть Ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, если умирает в Медине, а Абу Дарда умирает в Дамаске. Третье, его отличительная черта, так скажем, то, что один из четырех, может 5, может 6, потому что есть разногласия тоже по этому поводу среди ученых. Но основной один из 4, кто собрал Коран при жизни кого? Себя или кого? При жизни посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Один из 4 сахабов, у которого имелся от начала до Корана, то есть от начала до конца, между двумя обложками Коран, который у него находился, или он собрал Коран на то время, которое при пророке, саллаллаху алейхи вассалям, было. Если бы не спосылался, он туда добавлял. Не спосылался Коран, он туда добавлял. Кто еще был? Один из 4, еще 3, кто? Зайд ибн Сабит, Убай ибн Кааб и Абу Зайд. Абу Зайд. Это дядя Зайд ибн Сабита. Или Убай ибн Кааб. Еще некоторые добавляют, что рядом там Муаз ибн Джабаль. Некоторые говорят, что еще Муаз ибн Джабаль. Убадат ибн Самит, 6 человек. То есть Амир Шаби, имам Шаби говорит, что есть другие сахабы, которые, то есть я знаю, я слышал, что у других сахабов тоже. То есть есть у меня информация, что не только 4, как вы говорите, а были еще другие сахабы, у которых находился полный Коран при жизни посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Но Абу Дарда однозначно без никаких разногласий. Он уже в этой уверенной четверке, так скажем, в которой нету разногласий. Уверенной четверке это кто? Абу Дарда, Убай ибн Кааб, Зайд ибн Сабит и дядя Убай Абу Зайд. Дядя Убай ибн Кааба Абу Зайд аль-Хазраджи. Поэтому Абу Дарда, ради Аллаху анху, один из великих сахабов, хотя, конечно, он не на том уровне, как Ибн Мас'уд или Абу Бакр или Умар, ради Аллаху анху,
да? Но все равно он внес в ислам очень много пользы, что когда Дамаск был во времена Умара ибн Хаттаба взят мусульманами, и он переезжает в Дамаск и сделал Дамаск чем? Своей школой. Но Дамаск отличался в основном чем? Учеными кого? В основном ученые аль-Курра, чтецы. Потому что Абу Дарда, я в одной книге читал, давно уже, не знаю, насколько достоверно, нет. Некоторые говорят, что у него обучалось по 500 человек, некоторые говорят 1000 человек. Я в одной книге читал, что каждый год он выпускал по 2000 хафизов. И он, говорит, ходил, у него уроки, он никогда не садился. Он ходил, и каждого ученика он проверял. И говорит, берите от меня, берите пока жив, потому что когда я умру, вы многое потеряете. То есть Абу Дарда известен своим старанием, то, что от него обучились Корану, ну и, конечно, и Корану, и хадису. Хадис, и Бухари, Муслим приводят больше 100 хадисов. Точно количество хадисов не помню, то ли 167, около того, от него передаются и хадисы. Абу Дарда. Вот это он, основатель, не то что основатель, а, так скажем, заполнил столицу того времени, столицу мусульманского халифата, Дамаск. В основном самый главный был там Абу Дарда. Абу Дарда. Абу Дарда, потом я не буду перечислять ученых, потому что они редко встречаются в Шаме. Здесь в Шаме только в основном Макхуль Шами. Один факих Макхуль Аш-Шами. Макхуль. Вот это известная личность, как имам Авзаи, так же как Абу Ханифа, также из табиинов, как Макхуль, как Хасан аль-Басри. Макхуль. Это факих. Ученик Абу Дарда? Нет, он не может быть учеником, потому что Абу Дарда умирает 32 год по хиджре, а Макхуль, он умирает в 114. А дата рождения Макхуля неизвестна. Почему? Потому что он приехал из Кабула. Он перс. И то есть Мавали. Из Мавали. То есть когда-то его родители были или в плену, или в рабстве. И он родился уже свободным из освобожденного от рабства в семье. Их называют Мавали. Слуги. И точной даты, так как когда он приехал, когда он родился, такой точной даты нет. Если даже минусовать, допустим, 80 лет, которые он жил, да, допустим, в какой получается 34-го года рождения приблизительно, да? 80 лет. Абу Дарда умирает в 32-м. Даже если он родился, если в одно время даже родился, если 82, но никак он не может его учеником быть. Просто между ними были ученые. Но они не такие известные, и сложные у них имена длинные, потому что сейчас просто запутаемся. Нам надо, сейчас, когда я вам экскурсию буду проводить, когда вы уже зададите вопрос, а что же вообще в столице было Амиядов? Что, там никого не было? Мы поэтому с вами должны и столицу не забывать. Дамаск, столица мусульманской империи, мусульманского халифата. Империя неправильное слово, да?
мусульманского халифата Дамаск, что там происходило, какие сахабы или какие ученики, какие ученые там были. Вот этого нам достаточно. И потом уже после Макхуля, один из этих, он также на уровне как Хасан аль-Басри, Хасан аль-Басри, или же на уровне кого? На уровне Ибн Шихаб az-Зухри, Ибн Шихаб az-Зухри, Хасан аль-Басри или Зухри. Некоторые ученые говорят, что Макхуль лучше разбирался в фихе, чем Ибн Шихаб az-Зухри. Кто такой Ибн Шихаб az-Зухри? Мухаммад Ибн Шихаб az-Зухри. Это тот первый человек, который начал собирать хадисы во времена Омар ибн Абдул-Азиза. Ибн Шихаб az-Зухри мы с вами должны очень хорошо знать. Имам az-Зухри, ученик Саид ибн Мусайиба и других, великий мухаддис, который передавал нам хадисы. И когда Омар ибн Абдул-Азизу один говорит, что я придумал на ваш ислам, на вашего пророка 40 тысяч придуманных хадисов, Омар ибн Абдул-Азиз, халиф, что сказал? Айндана Зухри, у нас есть Зухри, который перещелкает твои ложные хадисы, как мы щелкаем орехи. То есть он сразу распознает, где твои придуманные хадисы, а где правильные хадисы. 40 тысяч хадисов он разобрал, что-то придуманное, этот ненужный, и сразу. То есть один ученик Ибн Шихаб az-Зухри, ученик Саид ибн Мусайиба и Фукаха ас-Саба, их ученик az-Зухри. Он родился когда? В 48 или 50 годах, или 48 или же 50 год по хиджре. Умер в 124, да? Или 123? Умер в 123 или 124. В 123 году по хиджре. Имам Зухри больше не факих, он больше мухаддис. Больше как прославлен, как мухаддис. Хадисовед. От него хадис передают Ата ибн кто? Рабах. Вчера, на прошлой неделе мы с Ата ибн Рабах. От него передают хадис кто? Имам Аузаи, Аль-Аузаи, имам Малик, имам Аль-Лейс, Малики и другие. То есть в основном хадис у него берут Ата ибн Рабах и все остальные. Как мы видим, Аль-Аузаи, имам Малик, Аль-Лейс, все берут хадисы тоже у него. И Дамаск, школа Дамаска, в основном потом во времена Абу Ханифы уже, то есть после сахабов, после табиинов, как Макхуль, да, или az-Зухри. Если Абу Ханифа предоставляет Куфу, как уже представитель, да, Куфы, Дамаск кто представляет? Имам Аль-Аузаи. У него был свой масхаб. Вот это, на этом мы с вами, на нем пока останавливаемся. На имама Аузаи, 88 года рождения. На имама Аль-Аузаи, который предоставляет школу, шамийскую школу. Его масхаб был как масхаб Абу Ханифа или в свое время, но потом этот просто масхаб распался. То есть его ученики, некоторые перешли к ханафитскому масхабу, некоторые ученики перешли к шафийскому или же к маликитскому масхабу.
Как на данное время Аузаи, Масхаб Аузаи, его нет, его в книгах, его мнение только приводится и все, как факиха. Также имам Лайс, тоже у него было в свое время очень большая ученая степень, такой же, как у имама Малика. Имам Шафии говорит, что имам Лайс был лучше по фиху, чем имам Малик. Просто говорит, его ученики не смогли сохранить его знания. Имам Лайс, он представитель Египта. Это Египет. Египет. А имам Лайс, как бы это он представитель Египта. Понятно? Имам Лайс. Вот видите, у нас раз, два, три. Аузаи, Малик, Лайс, Лайс, Малик, Аузаи, Абу Ханифа, Шафии, Ахмад ибн Ханбаль. Сколько мазхабов, все можно все это запутаться. Все, я Дамаск закрываю. Пока нам достаточно. Чтобы понять Дамаск, столицу на то время мусульманского халифата, что происходило. То есть во времена, когда Умар ибн Хаттаб взяли Дамаск, Абу Дарда, один из великих сахабов, который в основном отличался чтением Корана, уезжают в Дамаск, основывают свою школу. Потом были табиины, которые там обучались. И из этих табиинов известны для нас как Макхуль. И после Макхуля школу Дамаска предоставляет нам, нужен будет имам Аузаи. Надо запомнить три имени. Абу Дарда, сахаба, Макхуль из табиинов и Аузаи. Кстати, его тоже некоторые говорят, что он из табиинов. В некоторых источниках. Потому что ему, говорят, удалось увидеть кого? Сахабов. На то время сколько сахабов оставалось? 88 год. По хиджре. Много. Нет, немного, мало. Что, 80 лет прошло уже. Сколько у нас от Великой Отечественной войны уже? Сколько лет прошло? 80. Сколько ветеранов осталось? Сколько ветеранов осталось уже? Ну, то же самое практически, вот 80-88 год. Еще 8 лет надо жить. 200, наверное. 200 нет. Около 10. В это время, в его время было около 10 сахабов. Один из них Анас Ибн Малик. Ибн Малик. 102 года. Ибн Малик. Когда он умер? Забыли? 93 год по хиджре. Мухаммад ибн Сирин, ему читает джаназа, выходит из тюрьмы. Помните? Специально выходит из тюрьмы, читает ему джаназа и обратно в тюрьму. Даже ему говорят, ты хотя бы вышел, воспользуйся моментом, иди хоть семью навести, посмотри. Нет, говорит, я вышел только джаназа почитать, почитал джаназа и обратно. А попал в тюрьму из-за чего? Подставили его с оливковым маслом. Оливковое масло, то, что мыши туда упали, и они наджис, крупная партия оливкового масла, и нельзя было и он не мог это вернуть уже хозяину, и всю вину ему уже такое дали масло уже, продали такое масло, и он с этим маслом попал на долгие годы, пока не выплатили у него этот долг. Мухаммад ибн Сирин. Анас ибн Малик в это время. И Абу Туфайль ибн Василя. Один из сахабов Туфайль ибн Василя, который умер если я не ошибаюсь, в 104 или 102 или 104 году. В 104 году по хиджре. Абу Туфайль. Абу Туфайль ибн Василя. 104 год. Он самый последний сахаба, который умер. Один из сахабов, который
Пророк видел молодой был, наверное? Да, пророк ﷺ видел, значит, ему где-то около или 10 лет было, или где-то около, может, 5-6 лет видел. И, если я не ошибаюсь, Абу Туфайль в 6 лет проводил намаз перед сахабами и видел пророк ﷺ. Как раз это именно он. И на который ссылается хадис, что ребенку можно проводить намаз, если он даже несовершеннолетний. Как раз это был он, Абу Туфайль. Он прочитал намаз, будучи 6-летним ребенком перед сахабами. Только разногласие в чем? Абу ханафийский мазхаб говорит, что этот намаз он проводил нафиль намаз, который разрешается. Фарз намаз нельзя в ханафийском мазхабе. А другие говорят без разницы. Любой намаз в шафийском мазхабе разрешается любой намаз, если ребенок может читать. Если он может читать, правильно выговаривать буквы, правильно читать Коран, то тогда он уже может. Но в ханафийском есть тоже два разделения. Между синим там есть, между того, что ребенок уже не балик, несовершеннолетний, то есть у него нету еще тех признаков совершеннолетия, но он уже прекрасно владеет 12, 13 лет, 14 лет. Понятно, еще там сны не видит, но уже в реалии хорошо все разбирается. Да, то есть я в 14 лет приезжал, уже там в мадресе обучался, в полдеревни обучал уже там, ну, не валик, но зато еще имам. Да, то есть такие случаи же бывают. Вот это как раз Абу Туфайль, это тот сахаба, который проводил намаз во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ставал имамом. И он умер. То есть Абу Ханифе в это время было сколько лет? 24 года. 24 года. А когда Анас ибн Малик, Абу Ханифе было 13 лет. Есть риваяты, то, что Абу Ханифе увидел Анас ибн Малика в хаджи. Абу Ханифе, когда было 6 или 7 лет, но это все риваяты тоже, они как бы говорят слабые, поэтому ничего мы не можем сказать, то точно такого. А у Аузяи говорит, была возможность увидеть какого-то сахаба, вот одного из 10. Поэтому он считается из табеинов. Разобрались, да? Поэтому Дамаск мы с вами, закрываем. То, что, ну, хотя бы так сверху прошлись, то, что Абу Дарда, радийаллаху анху, основал как бы свою школу в основном чтецов, передавал их хадисы и знания. Потом в Шаме один из известных учеников, это был, один из известных ученых, не учеников, а ученых, это был Макхуль. А потом уже эту эстафету на себя перенимает имам Аузяи, который тоже обосновал свой масхаб Аузяи. Но этот его масхаб распался, то есть он ушел. В те времена, как раз в третьем веке, когда масхабы были, то есть ученых было много, и шафийские ученые, и ханафийские ученые. Ученые переходили из одного масхаба в другой. Имам Тахави, Акида Тахавия, который мы, например, привыкли с вами, да, он ханафит. Но его семья вся были шафиитами. Его дядя Музани со стороны матери тоже один из самых лучших учеников имама Шафии. Но имам Тахави почему принял ханафитский мазхаб, и вот Акида Тахавия ханафитский считается? Потому что имам Тахави говорил, я когда, говорит, видел, что мой дядя, если не мог найти ответы в шафиитском мазхабе, он всегда искал где? У ханафитов, говорит. Я решил, говорит, чтобы так не искать, сразу он перенял ханафитский мазхаб. Все, уже потом ханафитский. Или же бывает наоборот, что он с ханафитского на шафиитский. Или, например, с шафиитского на маликитский. Были маликитами, потом перешли они все в шафиитский мазхаб, например. Были ученики Лайса, а потом уже перешли в шафиитский мазхаб. Вот этот переход, он был очень такой распространенный на 3 и 4 века. Музани, это Да. Шархсуна написал, он, да? А? Музани этот Шархсун. Могни? Музани. Музани, да. Аль-Музани, да. Книгу Шархсун. Да. Так, мы Шам с вами, Шам закрыли. На том уроке Таус, Йемен, да?
На том уроке прозвучало такое имя Таус ибн Кайсан. Таус ибн Кайсан. Это Йемен. Йемен. А? Йеменская школа, да, или Йеменская школа, Йемен. То есть это уже не там сама школа, а то есть там отличия такого нету. Вот это, например, Аузяи, он больше как Малик и как Аль-Лайс, он больше как Ахлюль Хадис. Больше относится к мадрасату Ахлюль Хадис, Аузяи. Йеменская школа — это Таус ибн Кайсан. Все, потом я уж не хочу дальше идти, потому что загружает. Кому интересно, пусть, как говорится, флаг в руки и пусть дальше идет сам. Таус ибн Кайсан родился в 12 году по хиджре, значит, во времена Умара ибн Хаттаба, да? И умер в 106. Умер в 106. Довольно-таки какой табиин? Серьезный и взрослый. И даже Хасан аль-Басри, какого года Хасан аль-Басри родился? 20? Ничего не помню, да? Хасан аль-Басри родился 21-м, то есть он почти на 10 лет старше, чем Хасан аль-Басри. Правильно? Мухаммад ибн Сирин 32-м родился. На 20 лет старше он. Ему было уже 20 лет, когда родился Мухаммад ибн Сирин. Таус ибн Кайсан родился в Йемене. Родился в Йемене также. Родился в Йемене. Обучался у кого? Основной его учитель был Ибн Аббас, радиаллаху анхума. Аиша, радиаллаху анха. Ибн Умар, радиаллаху анхум аджмаин. И так далее. То есть в основном у молодых сахабов. Таус ибн Кайсан, один из взрослых табиинов, родился в 12 году по хиджре во времена Умара ибн Хаттаба. То есть довольно-таки многие жили, альхамдулилля, 94 года. И являлся одним из выдающихся табиинов, учеников Ибн Аббаса. Даже имам кто? Аз-Зухри, который многие ученые берут, брал хадисы у него. Да? И также Муджахид, ученики Ибн Аббаса, брали у Тауса, потому что он был какой? Старший и взрослый и больше. Так, у нас что остается еще для полного владения, так скажем, территориями? Что забыли? Египет. Египет на словах только сейчас, иншаллах. Скажем, Египет Амр ибн Ас, да? Кто взял Египет? Какой сахаба? Амру ибн Ас. Да? Это Пророк саллаллаху им говорил уже про это. То, что вы будете там ходить, то есть Египет, то, что Египет станет мусульманской территорией, Пророк саллаллаху об этом уже говорил. И сахабы, они уже были к этому готовы и морально. И взяли Египет во времена Умар ибн Хаттаба, то есть Дамаск, Египет, практически там в одно время. После Дамаска же пошли сразу Амр ибн Ас на Египет, и Египет был взят. Среди факихов, как, например, в Куфе, или в Медине, или где еще? В Басре, например, да, факихов таких. Среди сахабов
среди сахабов. Египту не повезло, так скажем. Да? То есть сахабы такие не переехали, великие сахабы не переехали в Египет. И сахабов, возможно, он сахаба, возможно, нет, но скорее всего нет. Он приехал в Медину, Ас-Сабхи, он приехал в Медину, и пророк, саллаллаху алейхи уже умер. То есть через 5 дней после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он приехал в Медину и потом сопровождал Абу Бакра, Умара, был другом Абу Бакра. Поэтому из-за того, что великих сахабов не переехали в Египет из ученых. Да, это Амр ибн Ас был выдающимся политиком, правителем, губернатором, но как факихов таких не было. Поэтому вот эту школу, как мы расписали, как в Медине, как в Куфе, да, как в Мекке ибн Аббаса, Египту так не было. И школу Египта потом кто в основном? Школа Египта сначала был Аль-Лайс из факихов. Был Аль-Лайс. До него были табиины, но я просто хочу, чтобы мы много не грузились, как бы очень много и так фамилий, имен. Имам Лайс сначала был во времена имам Малика. Имам Малика был, если в Медине, то имам Лайс тоже 94-го года рождения. Так же, как и кто? Имам Малик. Они были одного года рождения. Но имам Малик, некоторые говорят, в 93-м, некоторые говорят, в 94-м. То есть это уже... А имам Лайс, один из факихов. А потом уже, когда переехал имам Шафии, в каком году он переехал в Египет? Переехал он в 198 году по хиджре и находился в Египте 6 лет, и умер имам Шафии в 204 году по хиджре. То есть 6 лет побыв в Египте, уже Египет стал больше как потом шафийский. Но до этого года, до, скажем, 200 года приблизительно, вот до 200 года, до имам Шафии, имам Лайс, да, имам Лайс был и другие табиины еще, имам Лайс. Потом уже Египет становится больше как шафийская иджтихад. Все? Так, я все это стираю. Сейчас, иншаллах, мы быстренько с вами обратно все повторим. Потому что, когда повторяем, все это вспоминается. И быстро восстанавливается. Сегодня мы с вами завершаем урок, вернее, тему, где образование школ. Сейчас уже со следующего урока мы будем разговаривать с вами о продолжении этих школ. Кто эти школы больше развивает. То есть самые развивающие школы это какие были? А? Да. Самые два, так скажем, гиганта, которые были, это Куфийская школа, Куфийская и Мединская. А Мекканская где? Мекканская, ученики Ибн Аббаса были и там, и здесь. Йемен, например, это ученик Ибн Аббаса. Да? От Ибн Аббаса брали знания как Мединская школа,
как имам Шааби, например, так и куфийская школа. От Ибн Аббаса. Но до этого, чтобы дойти, давайте мы с вами, так скажем, повторим быстренько. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи саллям, посланник, саллиллаху алейхи саллям, рядом с ним были какие? Во-первых, взрослые сахабы, которые непосредственно брали ислам только от него, без никаких практически редких случаев, когда через кого-то они слышали. Как Абу Бакр, правильно? Омар, Усман, Али, дальше, Ибн Масуд, Аиша. Хотя Аиша была среди молодых сахабов, но по знаниям, то есть по контакту с пророком, саллиллаху алейхи саллям, она с кем? Со взрослыми. Аиша. Понятно? Не по возрасту, а то, что она в основном между пророком и Аишей, что? Или другие жены пророка, саллиллаху алейхи саллям, как Хафса, например, да, или другие, они же непосредственно не через кого-то узнавали, они говорят, я видел, мы с одного тазика купались, все, кто будет это возражать? Все, это основа, пророк совсем показывал, и для нас это уже становится законом, да? Без посредников. Дальше, кто? Молодые сахабы. А? Еще давайте еще со взрослыми чуть-чуть соберем. Муаз ибн Джабаль. Муаз ибн Джабаль. Что-то я на русский перешел, да? Муаз ибн Джабаль. Дальше. Давайте хотя бы 10. А? Абдурахман ибн Ауф. Из факихов. Которые в основном брали. К ним можно отнести Зайд ибн Сабит. Хотя он молодой, но в основном находился контакт очень близкий был к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, потому что взял у него полный Коран, последнее чтение Корана, Зайд ибн Сабит. И он часто тоже находился с Абу Хурайра. Абу Хурайра. Еще. Нет. Ибн Аббас? Нет. Абу Хурайра, он не то что младший, он молодой был, но он принял ислам в 7 году по хиджре, но он последние годы очень много находился с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Он практически жил на молоке и ничем не занимался, ни хозяйством, ни семьей, а жил в мечети. И любой момент, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям был свободен, он всегда подходил к нему и брал знания у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И даже потом сахабы, даже после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, просили всегда у него хадисы. И даже некоторые он хадисы иногда и рассказывал, иногда не рассказывал, боясь, что это произойдет фитна. Хадис аль-фитн, какие будут войны, какие будут сражения, что произойдет с мусульманами, он скрывал эти хадисы. Если я вам расскажу все эти хадисы, вы меня убьете. Абу Хурайра радиаллаху анху. То есть, что ты будешь врагом этому, что твой друг скоро будет твоим врагом, что вы между собой поссоритесь. И такие даже моменты и личного характера. То есть такие были моменты, которые Абу Хурайра, он просто эти хадисы не рассказывал. То есть Абу Бакр, Омар, Усман, Али ибн Масуд, Аиша, радиаллаху анха, Муаз ибн Джабаль, Зайд ибн Сабит, Абу Хурайра, это которые уже брали напрямую в основном послание. Потом идут какие сахабы, которые нам больше оставили хадисов, но у них такого контакта, так скажем, с пророком не было. Как Ибн Аббас. Ибн Аббас, да?
Поэтому он собирал хадисы после смерти пророка саллям. У кого? У всех этих сахабов. Да, вот. Ибн Аббас. Также Ибн Умар. На Аббас он, получается, двоюродный, что ли, пророк? Да, двоюродный. Двоюродный братишка. Еще? Не, Суфьян, он... Ибн Умар это другой Умар. Ибн Умар, сын Умар ибн Хаттаба, да. Как Ибн Аббас, как Ибн Умар, Урват ибн Зубайр, забыли? Или он был из табиинов? Абдулла ибн Зубайр. Зубайр ибн Авам, Абдулла ибн Зубайр. Абдулла ибн Зубайр, он из сахаба. Его братишка Урва, он из табиинов, он фукаха ус-саба. Да? Ладно, иншаллах, вот нам главное понять, что сахабы, если так посмотреть, тоже делятся что? На две категории. Те сахабы, которые напрямую были, только брали от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но иногда были, что Умар ибн аль-Хаттаб, например, не знал хадис. Какой? Что надо стучаться, брать разрешение. То есть он, не удалось этому где-то, не услышал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и поэтому он уже услышал от другого сахаба, что, оказывается, надо 3 раза стучаться и просить разрешения. Этот хадис уже потом он узнал от другого. Или это другой хадис, например, что знали через какого-то сахаба. Такие моменты тоже были у них. Но это были частичные случаи. А в основном они брали от посланника. Ибн Аббас, Ибн Умар, Абдулла ибн Зубайр. Такие молодые сахабы, которые при жизни пророка саллям было им несколько всего лишь. Анас ибн Малик. Забыли. Самый первый у нас уже еще. Год назад мы говорили. Анас ибн Малик, например, тоже. Можно отнести и сюда в некотором понятии, можно отнести и кому? Сюда. Анас ибн Малик 10 лет был слугой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как источник тоже знания. Молодые сахабы какую-то часть ислама они взяли у посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, какую-то часть уже брали у старших сахабов. Вот эти сахабы, после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что произошло с ними? Что произошло, да? Основная часть находилась где? В Медине. Медина, и Умар ибн аль-Хаттаб, в основном, когда был жив, он старался не выпускать сахабов, особенно бадрийцев, да, или старших сахабов, которые брали у посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, напрямую знание, он старался не выпускать из Медины. Не выпускал. И основная часть, то есть Абу Бакр, Умар, Усман, радиаллаху анхум, они находились в Медине. Исключением, так скажем, из этого случая какой город стал? Город Куфа. Потому что в 12 году это был как военный гарнизон Саад ибн Аби Ваккаса. А потом уже в 17 году по хиджре он стал как город, официальный город, который заселил, Умар ибн аль-Хаттаб заселил только арабоязычными племенами. То есть не было других, так скажем, смешений других народностей, там персов или других-то, только арабы, чистокровные арабоязычные население. И туда отправляет Ибн Масуда и говорит: Ибн Масуд, я отрываю от своего, как бы, самое дорогое для меня, даже, так скажем, что такое исар? Исар — это когда в ущерб себя ты что делаешь? Отдаешь кому-то другому. Это называется исар. Да? У нас статус какой? В основном статус сейчас у мусульман
хотя бы быть наравне. И то стараемся, чтобы у меня было получше. Правильно? То есть самый лучший, для нас самый лучший уровень, это когда я хочу такой же. Вот у меня есть, например, Ли-9. Я хочу, чтобы у меня брата тоже было Ли-9. Да, то есть вот это. Но сейчас в основном, если у меня такая, значит пусть у него будет Ли-5 только, или Ли-7. То есть он не Ли-9. Ма юхиббу ли ахихи, да? Чтобы мы стараемся не уверовать из вас тот, пока у него что? Не пожелать своему брату того же, чего он пожелает и себе. Но мало из мусульман, которые, если у меня Лада шестерка, но у кого-то, чтобы было танк 500, да? То есть в ущерб себя, но главное, чтобы твоему брату еще больше. Вот это Умар ибн Хаттаб для кат асартукум, то есть отрывает себя, то есть пусть мне не будет, но пусть вам будет. Я вам отправляю кого? Ибн Масуда. Ибн Масуд сделал из Куфы научный город и очень много чего? Учеников. Не только от него, но так и от других. Например, Алькама, также с Абу Бакром, ради Аллаху анху, и Умар. То есть очень много брал знаний от других сахабов. Но его Куфа, его город стал центром тоже не то что науки, а центром ислама образования и фикха. Очень выдающиеся личности, которые мы с вами уже много говорили про них, некоторые из них, город Куфа. Медина как оставалась, так и оставалась. И во главе Зайд ибн Сабита, Зайд ибн Сабит и Сабита и Ибн Умара, они в Медине оставляют что? Очень много тоже ученых. В основном были известны из них кто? Фукахау ас-саба. Аль-фукахау ас-саба. 7 великих факихов. Но помимо них тоже другие были. То есть не только 7, а также больше. Фукахау ас-саба. Ибн Аббас. В основном его ученики потом базировались где? Хотя Ибн Аббас, он где жил вообще? В Мекке он мало жил. А? Ибн Аббас жил в Медине во времена Абу Бакра. Умара был в совете бадрийцев. Да? Во времена Усмана потом уехал куда? Открывать Африку. Абдулла ибн Аби ас-Сарах во главе, то есть он открыл вот где территория Ливии, сейчас территория называется Африкой, во времена Усмана. Во времена Али был где? Рядом с Али, в Куфе. Практически сказать, что он был в Мекке, еще рано. Просто когда уже были стычки у Абдуллаха ибн Зубайра, у Абдуллаха ибн Зубайра, внука Абу Бакра, ради Аллаху, Абдуллах, с аммиядскими халифами, он просто уехал уже куда? Сначала в Мекку, а потом в Таиф, и умер в Таифе. Но его все ученики, в основном ученики, известные как Ата ибн Рабах, да? И еще Муджахид, еще кто? Икрима. Саид ибн Джубайр. Саид ибн Джубайр, он в основном в Куфе жил. Куфийский жил. Его ученики в основном жили в Мекке. Поэтому школа Мекки называется Ибн Аббас. Понятно, да? Ибн Аббас. Вот у нас 3 центра, и мы с вами потом разобрали Дамаск сегодня. В Дамаске что? Ну и еще помимо этого, еще Басру мы проходили, помните? Басра тоже был центром знаний. Также язык, Коран. В Дамаске Абу Дарда,
обучает чтению Корана и изучению Корана и фикха Дамаск. Потом Йемен тоже у нас с учениками Ибн Аббаса. Йемен тоже был центром, так скажем, исламского изучения. Также города были Ямама, Басра. Такие города тоже были полны учеными. И Египет. Египет. В конечном счете, мы к чему это говорим? Был такой ученый здесь, в Куфе, Ибрахим ан-Нах'и, да? Мы его проходили. Его ученик после него эстафету принимает во главенстве города кто? Хаммад ибн Сулейман. Хаммад ибн Сулейман, тоже из табиинов. Хаммад. И после Хаммада становится Абу Ханифа. Абу Ханифа. Вот. Мы пришли к Абу Ханифе. Абу Ханифа. Это табиин. Ибрахим ан-Нах'и, Хаммад ибн Сулейман, Абу Ханифа. Все. В Куфе у нас кто? Абу Ханифа. Куфе, Абу Ханифа. Поэтому, чтобы нам понять, иншаллах, продолжение, это уже мы не основа, если мы с вами разбирали основу. Ибрахим ан-Нах'и, надо его нам повторить. Хаммад ибн Сулейман, надо нам его понять, кто он такой. И Абу Ханифа, придем к Абу Ханифа. 18 лет он обучался у Хаммад ибн Сулеймана и не расставался, поэтому Абу Ханифа назвал своего сына в честь своего учителя. Как? Своего сына называет Хаммад. Медина, то же самое. Фукахау Саба, который мы с вами разобрали, это кто? Сам во главе первый Саид ибн аль-Мусаиб, Урвату ибн Зубайр, Хариджа ибн Зайд, ибн Ясар, потом Мухаммад Касим, внук Абу Бакра, радийаллаху ан, Салим, сын ибн Умара, да? Салим. Фукахау Саба. Потом после них к этому времени приходит кто? Имам Малик. Имам Малик. Абу Ханифа и имам Малик. Абу Ханифа 80-го года рождения. Имам Малик 94-го года рождения. Они поэтому, у них было несколько встреч и в Хаджа, и в Медине. Несколько встреч, они между собой встречались. Абу Ханифа с Маликом. То есть нет такого, что некоторые говорят, нет, Абу Ханифа он не знал, он не видел. Нет, у Абу Ханифа встречался с имамом Маликом. Также его ученики Абу Юсуф. И ученик Мухаммад Хасан Шайбани. Если Мухаммад Хасан Шайбани 4 года, он 14 лет стал учеником Абу Ханифы, 18 лет ему было, Абу Ханифа умирает. Всего лишь 4 года он был учеником Абу Ханифы. Через некоторое время он обучается потом, после смерти Абу Ханифы, Мухаммад Хасан Шайбани обучается у Абу Юсуфа, а когда Абу Юсуфа, и в это время еще Мухаммад Хасан Шайбани приходит 4 же года обучается у имама Малика. Некоторые говорят 3 года. Поэтому Мухаммад Хасан Шайбани 4 года ученик Абу Ханифы и ученик также у имама Малика.
Имам Малик когда умирает? В 179 году по хиджре. Да? Здесь мекканскую школу, так скажем, в основном. Представитель мекканской школы. Почему? Хотя он родился где? Имам Шафи'и. Имам Шафи'и. Шафи, он родился в Газе. Он палестинец. Родился в Газе. Отец у него умирает рано, то есть мать, поэтому приезжает куда? Приезжает сначала в Мекку, а потом уже он едет к имаму Малику учиться. Имам Шафи'и никак не мог увидеть Абу Ханифу, потому что Абу Ханифа умирает в 150 году по хиджре. Имам Шафи'и рождается в 150-м. То есть год смерти Абу Ханифа рождается имам Шафи'и. То есть имам Шафи'и никак не могут увидеть. Но обучается у имама Малика. Имам Шафи'и обучается у имама Малика. После смерти имама Малика он куда уезжает? То есть в Медине живет. Как обучился, выучил Муатта имам Малика за сколько дней? За 40 дней. Книгу имама Малика он выучил за 40 дней. Имам Малик говорит, я эту книгу писал 40 лет, а ты, говорит, выучил за 40 дней. Потом имам Шафи'и, после смерти имама Малика, ему, значит, было 19 лет, да? Уезжает обратно в Мекку. В Мекке его заподозрили или в слухи пошли, что он собирается там, то есть инакомыслящие, ну, тоже завистники были в свое время. Имама Шафи'и забирают представители власти, да, солдаты, и возят куда? В Куфу. Куда возят? На то время уже, в 182-м, по-моему, да, году, возят. На то время это уже был Багдад. И Мухаммад Хасан Шайбани в Багдаде был главным верховный судья. Верховный судья. И имам Шафи'и подлежали уже к смертной казни. Было решение смертной казни из-за смуты, которую его обвинили, в котором он был не причастен. Мухаммад Хасан Шайбани говорит, прежде чем, говорит, совершить, дайте мне возможность поговорить с этим юношей. Но он уже не юноша, ему уже сколько? Где-то около 32 года, 31-32 года. Имам Шафи'и после того, как поговорил Мухаммад Хасан Шайбани, они же сразу друг друга. По запаху узнаешь, хазраты тоже узнают. По запаху уже сразу с одного видно, понятно, на каком уровне, сколько знает он Коран, не знает, читает, не читает, уже все понятно. Как только аузу сказал, все уже понятно, кто он такой. Мухаммад Хасан Шайбани, узнав о его знаниях, он берет его ученики, и имам Шафи'и обучается у кого? Мухаммад Хасан Шайбани. Имам Шафи'и не видел Абу Юсуфа. То есть ему не удалось. Почему? Потому что он находился сначала у имама Малика, а потом в Мекке, и Абу Юсуф в это время умирает, и имам Шафи'и не видел Абу Юсуфа, но видел Мухаммада Хасана Шайбани. Я обучался у него. В некоторых табакатах, и не знаю, в Турции тоже это мнение сейчас копаются, некоторые говорят, что даже Мухаммад Хасан Шайбани женился на матери имам Шафи'и, и имам Шафи'и является приемным, как бы, пасынком, да, пасынком этого Мухаммад Хасан Шайбани. И имам Шафи'и долгое время обучался у Мухаммада Хасана Шайбани, ученика Абу Ханифы. У них были и споры, и очень уважал имам Шафи'и, очень уважал Мухаммада Хасана Шайбани как мухаддиса и как знающего тафсир Корана.
И даже слова есть имам Шафи. Если бы, говорит, новый человек в исламе пришел бы и послушал Мухаммад аль-Хасан аль-Шайбани, как он объясняет Коран, подумал бы, что Коран был ниспослан к этому человеку. То есть тафсир и этот фикх. И поэтому, пока имам Шафи жил в Багдаде, у него мазхаб был похож на ханафитский. Мазхаб был у него. Если у него Шафия есть два ижтихада. Ижтихад кадим, ижтихад джадид. Новый ижтихад и старый ижтихад. Старый ижтихад, пока он обучался вот, у ученика Абу Ханифа и Мухаммад Хасан Шайбани, у него мазхаб, то есть у него в основном практически был похож на ханафитский. После того уже, потом, когда он переехал в Египет, после Багдада в Египет переезжает, вот тогда уже вот здесь в Египте в основном какой был мазхаб? Лайс, да? Лайс и мазхаб Малика, в лице кого? Малика. В лице Асад ибн Фурада. Асад ибн Фурада. И также Касим, основной самый маликийский мазхаб, который продвинул в Египте и дальше в Африку, это был Касим. Мы, иншаллах, тоже с вами должны. Мы сейчас будем с вами заниматься, я пока введение вам говорю, заниматься чем? Дальше все как идет. Не основание уже школы, а как все это дальше распространяется. И все. Как легко запомнить? Берем Абу Ханифу. Нам Абдуль-Хак Хазрат Саматов еще в 94 году этому обучил. Абу Ханифа и имам Малик. Сколько лет разница? 14. Да? Поэтому плюс 14 делаете. 164 год по хиджре рождается Ахмад ибн Ханбаль. Ахмад ибн Ханбаль. Ахмад ибн Ханбаль, даже если поздно родился, он обучался у Абу Юсуфа. Потому что он переехал в молодости в Багдад, и у него была возможность у Ахмад ибн Ханбаля обучаться как у Абу Юсуфа, также и у Мухаммад Хасан Шайбани, Ахмад ибн Ханбаль. Потом обучается у кого? У имама Шафии. Но у него нет возможности увидеться с кем? С имамом Маликом. Он с имамом Маликом не встретился. Почему? Потому что он багдадский. Ахмад ибн Ханбаль, да? Ахмад ибн Ханбаль. Он в Багдаде жил. Поэтому с мединцем, с Маликом он не виделся. Не путаница, а вот эту стыковку уловили? Чуть-чуть, да? То есть вот эта связь между четырьмя мазхабами, ханафитский мазхаб, маликитский, шафиитский, ханбалитский, они друг с другом встречались или через учеников, и поэтому Ахмад ибн Ханбаль вот эту атмосферу из Медины, хадисоведение переводит куда? Уже не Медина становится Даруль Хадис, да, или Мадрасатуль Хадис, а Багдад тоже превращается в что? Багдад превращается в Мадрасатуль Хадис. Здесь по фиху ханафитский, а по хадисам здесь Багдад становится смешанной территорией, где преобладает и ханафитский фих, и также мединская атмосфера имама Малика тоже переводит в хадисоведение, переводится в Багдад. Также из Медины уходят в Египет и также по всем африканским странам, вплоть до куда? До Испании, Андалусии. Чем больше открывается, так скажем, территория, вот этот маликийский мазхаб так и будет продолжаться туда идти.
Иншаллах, мы тоже эту интересную историю вот этого продвижения отдельно можно разобрать. Потому что Асад ибн Фурат, вот этот человек, один из ученых, приезжает учеником к имаму Малику. Асад ибн Фурат. Он начинает задавать вопросы из-за того, что новенький. Его ученики уже знают, что нельзя много задавать вопросов. А этот новенький как раз свои вопросы, у его ученики, свои вопросы через этого новенького начинает задавать. А и спроси вот это, спроси вот это. И он начинает слишком много задавать вопросов. Малику это не нравится. Имам Малик, рахимахуллах, говорит, если тебе ответы нужны на эти вопросы, то езжай куда? В Куфу. Все. Они, говорят, тебе ответят. Все. И на самом деле Асад ибн Фурат этим, то, что сначала была обида, почему не могут ответить на многие его вопросы, которые ученики молчат. Да, ученик молчат. Асад ибн Фурат сам так и сделал, уехал в Куфу, обучился у учеников Абу Ханифы и стал кем? Ханафитом. То есть стал ханафитским мазхабом. И многие фетвы имам Малика, многие ответы на вопросы маликийского мазхаба, он превратил в какой? Ханафитский? Нет. Понятия не знаю, стали, я все знаю. То есть все ответы уже он нашел там. И составил книгу Аль-Асадия. Хотя назывался он, позиционировал себя как маликийский мазхаб. Как маликийский. Но ответы там были какие? Ханафитские. Один из Ас-Сухнун, один из великих ученых маликийского мазхаба, пожаловался Касиму в Египте, что Асад под видом маликитского мазхаба что делает? Уничтожает маликитские мнения, им фетвы имам Малики, учения имам Малики исчезают, потому что что? Через свою книгу Асадия, что он? Да, продвигает все ханафитские ответы. И обратился к Касиму и написал книгу Мудаввана. Это книга номер 1 в маликитском мазхабе. Мудаввана. Маликитском мазхабе, который считается как бы книга номер 1, которую надо знать. Основа, да. Которую знали наизусть, как мы знаем с вами Куль ху Аллаху ахад. Да. И вот эта книга, то есть вот послужила тому, что, то есть старание Асада послужило тому, что маликийский мазхаб был собран в эту книгу Мудавван. Ее даже в Испании, когда хотели еще эту книгу вообще стереть, 90 лет там или сколько они правили, 80 или 90 лет, Абу Али ибн Айшрин, один из таких ученых, который в детстве выучил, а потом уже не смогли, нигде такой книги нету. Все, книга была полностью захиритами, захиритским мазхабом, была как бы она уничтожена, сожжена. И все, сожжен. Сожжена, и не могли эту книгу найти. Потом вот Абу Али Аль-Хасан ибн Айшрин, по-моему, звали этого ученого, он по памяти полностью рассказал эту книгу. Когда уже вот времена захиритов прошли, такие, так скажем, жесткие времена прошли, и когда начали обратно книгу восстанавливать, не могут найти. И один по памяти полностью рассказал от А до Я. А потом в Марокко уже нашли, на самом деле где-то в песках нашли сам оригинал книги и сравнили то, что он рассказал по памяти, и эту книгу. Практически разница была только между вау и фя. То есть между и не опять основа. Типа только вот так, не опять основа. Только вот таких фразах ва или фя. И или же предлог и. Или, например, там но или как. Вот, типа вот такие только маленькие детали. Смысл не теряется. Смысл не теряется. Между буквой фа и ва только была разница. А больше никак. Вот эту книгу написал. Поэтому здесь по фиху
Абу Ханифа, его ученики Абу Юсуф, Мухаммад Хасан Шейбани. Получается 3 масхаба ханбалитский. Ханбаль обучался у обоих. Имам Шафии у Мухаммад Хасан Шейбани. А имам Малик, они встречались с Абу Ханифой. И их ученики вот так, переходя друг от друга, вот так фикх составлялся. Как мы видим, вот такое слияние масхабов, они друг другу разговаривали, они друг друга видели. А Ахмад ибн Ханбаль, еще забыл сказать, да, обучался у имама, как? Аш-Шафии, толкованием хадисов. Толкованием хадисов. И Ахмад ибн Ханбаль говорил, была большая пропасть между куфийской школой и мединской школой, пока не пришел кто? Аш-Шафии и объяснил им и нашел им точки соприкосновения. Хатта атана Шафии. И в других, если дословно говорить, мы ненавидели, говорит, куфийцев, и они ненавидели нас, пока мы, пока не пришел к нам, к Шафии. Почему такое разделение пошло? Потому что хадисоведы, они занимались только хадисами, а смысл хадисов иногда сами не понимали. Хадис узнал, да, достоверно, и все на этом. Понятно? А эти Ахль Куфа, наоборот, досконально разбирали, почему, как и зачем. Абу Ханифа один раз потерял одного своего ученика. Через некоторое время его спрашивают: ты где был? Я буду собирать хадисы, говорит. И что ты собрал, говорит? Что валяду зина шару саляса. Что сын рожденный или ребенок рожденный от зина, это хуже 3. А Абу Ханифа говорит: как может он хуже 3? Хуже, чем отец и мать, и он сам еще хуже. Говорит, как это может быть? Хадис говорит, что хуже 3. И тот уже не мог ответить. То есть хадис-то он собрал, нашел, а смысл понять, что понимается именно шару саляса, хуже, чем те, которые зина совершили, он самый худший из них будет. Он же говорит, а ребенок же, который рожден, в чем его грех, в чем его вина? Он же вообще в этом никак не виноват, что он родился от зина. И уже он не может. То есть он хадис-то нашел, принес, доставил по адресу, а объяснить уже не может. И Абу Ханифа говорит, а потом ему объяснил смысл хадиса, то что хуже 3, если он совершит такое же действие, которое совершил совершить его родитель. Только в этом случае он будет. То есть он не только родился, он еще продолжает вот этот грех. Он родился от этого греха, и если будет продолжать и сам совершить, тогда вот только тогда будет. То есть такие моменты. И тогда этот его ученик обратно пришел и понял, что одно дело собирать, а другое дело еще понимать смысл этих хадисов. А если смысл не понимаешь, то можно совсем прийти к другим вообще непонятным выводам. У нас тоже хадис там прочитает один, там все кафиры там. Один хадис прочитает, это неправильно, у него намаз там неправильно. Только один хадис увидел, все уже там этот. Но нельзя просто так один хадис увидеть. Есть другие хадисы, ты должен собрать, понять, о чем речь, как, зачем сразу шашкой махать или одним правилом. То есть увидел хадис и на этом все. Вот понятие иджтихад он тоже нужен. Поэтому в основном они, если куфийцы занимались иджтихадом и собирали все в одну кучу и потом понимали смысл, делали заключение. А эта школа, она в основном только начиналась как архив данных собрали, а до конца не понимали, потому что времени не было иджтихад делать, надо было только собирать от людей. Задача была у Ахлюль Хадис взять, принести, собрать, найти того человека, который знает, главное, что он был достоверный, и все. А внутренний смысл уже не вникали. Все, иншаллах, со следующего урока у нас уже будет продолжение школ, и как они будут у нас, иншаллах, соприкасаться. И мы начнем с вами от Абу Ханифы, от его учителей, Ибрахим ан-Нахай,
Хаммад ибн Сулейман и Абу Ханифа, какие иджтихады, и потом вот так имам Малику перейдем, имам Шафи и Ахмад ибн Ханбаль.